говоря, правда здорово, что вы в таком большом количестве пришли сюда и что мы имеем сегодня возможность выступить и вот показать какие-то моменты технологий для вас. Я считаю, что у семьи, в семье царит уважение, добро, любовь. Евгений, скажи, пожалуйста, почему ты согласился прийти сегодня и провести в качестве ведущего данное мероприятие? Мне интересно было показать этот формат людям, интересно расширяться нашему проекту. Проект на данный момент является для меня некой формой благотворительности. Нести знания людям всегда приятно, и будет здорово, если этот филиал нашего клуба публичных выступлений будет открываться по городам России, и в Челябинске будет больше таких мест, где люди могут прийти и свободно говорить и свободно получать обратную связь друг от друга. Замечательно. Ты второй раз присутствуешь на мероприятии в Союзе башкирской молодежи. Скажи, пожалуйста, свои первые впечатления и впечатления о сегодняшнем мероприятии о башкирах. Я хочу отметить дружелюбность, хочу отметить домашнюю уютную атмосферу этого места. Именно благодаря этому я и прихожу сюда. Мне приятно, что вы стремитесь развиваться, мне приятно, что вы объединяетесь и не ссоритесь, как некоторые другие народы. Что бы ты хотел порекомендовать ребятам, в каком направлении развиваться, какие проекты ты знаешь, могут помочь ребятам для развития? Ну вот тот формат, на котором я уже был, управленческая борьба, он, безусловно, ценный. Формат клуба публичных выступлений тоже ценный, потому что умение говорить нужно каждому человеку в любом деле. Также можно порекомендовать заниматься танцами, к примеру. Ну, это то, что я вспомнил, потому что тоже развивает. Когда мы контролируем движение, мы начинаем контролировать себя и понимать других лучше. Замечательно. Спасибо большое. Если вы почувствуете свою атмосферу и то, с чем вы сможете выступать дальше, стоя здесь, то для вас это будет самая лучшая награда, на самом деле.